И расскажите сначала о себе, о своих родителях, откуда они родом, кто они по профессии. Ну, родители казанские, и мамка, и отец. Отец работал водителем, мамка работала сначала швеей, потом на 7-м заводе стала работать. Так и работала уж. А ваши дед, бабушки, они тоже коренные казанцы? Бабушка, да. Со стороны матери бабушка жили на Булаке, или Кабан. Ну, где-то в той стране. Потом, когда там эти бараки снесли, они переехали на 56-й квартал теперь уже. А отца родители жили... Савинка раньше была, нынешняя Чистопольская. Тоже в своем доме. И что вы помните вот, со слов родителей, как они узнали, что вы стали миллионным жителем? Как все это произошло? Расскажите, пожалуйста. Ну, они мне не говорили, ни тот, ни другой об этом. Все произошло как случайно, я об этом узнал. Даже сейчас не помню уже как. Насколько я уж потом узнал из... Не помню откуда. Отец работал водителем, был татарином. Мать работала на швейной фабрике, была русская. Ну, вроде как оба из рабочей крестьянской семьи. Интернациональная семья. Ну, вот результат. То есть просто вас выбрали, что ли? Ну, на мой взгляд, да. Потому что я же там не один родился в этот вечер. Или в это утро. Утро даже. То есть это была семья, которая символизирует Казань? Да, интернациональная семья. И как это объявили родителям вашим? О, вот на этот вопрос у меня нет ответа. Если не знаете, не спрашивали? Нет, я сколько раз, когда с мамкой пытался об этом говорить, она что-то как-то все время уходила от этого разговора. А с чем это связано? Ну, не знаю, видимо, не хотела огласки какой-то. Ну, как мы сейчас знаем, это было такое очень большое грандиозное событие, и вот как бы ваше рождение, и газеты об этом писали. Вот что вы знаете сами, что вы узнали сами, что произошло? Ну, единственное, что, насколько мне известно, когда город Казань стал миллионным городом, по-моему, в то время решили начать строить метро. Потом так, видимо, в 90-е годы все это благополучно забросилось, и началось только уже в 2000-х, когда нынешнее руководство, видимо, пришло. А что-то там, что подарили вашим родителям об этом событии? Вот что вы знаете? Да, от Казани моим родителям подарили двухкомнатную квартиру. События, они что, родители не рассказывали? Ну, нет, я вот еще раз говорю, ну, не особо со мной они об этом разговаривали. Скромные люди, что ли? Ну, не богато. Нет, я имею в виду скромные люди, что ли? Почему они не хотели об этом говорить? У вас нет ответа? Не знаю, нет у меня ответа на этот вопрос. Вы жили в этой квартире, да? Да, это была квартира на Янко. Тыдын. То есть вы выросли в этой квартире, да, получается? Да, до детского садика мы жили там, потом переехали на Гаврилову. И какую профессию вы выбрали, как жили? Я? О себе расскажите, пожалуйста, вашу биографию, как дальше? Из школы я ушел после 9 класса.
потом пошел в училище. После училища какое-то время работал ни там, ни сям, ну, и возраст и молодой. Потом пошел на стройку работать каменщиком. Поступил в институт. Ну, и после института уже вот сейчас работаю. КИСИ, строительный, опять-таки. Ну, вот как вот со стройкой меня как-то связалось все, так и сейчас уже не отпускает. Вы тоже, как родители, выбрали рабочую профессию, да? Ну да. Ну, и ВТР уж, а так. Та же самая стройка. Где это частный фермер? Сейчас работаю в РЭС. Как раз вот ЖК «Победа» делаем. Ну, у нас там слаботочная система, слаботочную систему работаем. То есть охранная сигнализация, пожарная сигнализация. Вот ЖК «Победу» делаем, ЖК «Вербный» делали. Сейчас ЖК «7 островов» тоже делаем. То, что вы были вот миллионным жителем, это как-то вам помогло в жизни или как-то влияло? Лично мне нет. Никак. Ни холодно, ни жарко. Ну, льстит, конечно, но я-то здесь, по большому счету, ни при чем же. Это спасибо моим родителям, не мне. А какие еще были тогда подарки? Вот то, что вот, почетное Ну вот свидетельство? почетное свидетельство вот дали. Салют, ну, да? Ну, да, вот в какой-то газете, вот старый я читал еще, говорят, салют был, когда я родился, ну, в день моего рождения. Может, не знаю, насколько это правда, но говорят, что был, да, я вот тоже, вот, ну, на стройке там, когда работаю, там же всякие люди есть, то есть и пожилые, то есть, ну, да, припоминает то время. И вы проехали, ваши родители, они проехались по центру Казани, вот так пишут в СМИ, ну, в газетах старых, такого не знаете? Что? Вот, не знаю. То есть их как почетно проводили с ЗАГСа? Может быть, ну, я говорю, мне вот родители ничего не рассказывали, как было, что было. Я об этом не знаю. Есть тоже так же из средств массовой информации могу информацию черпать. И что случилось с вашими родителями? Ну, все, всех похоронили уже. То есть они умерли, да? Да. А еще вот, то, что вот вы говорите, что вот вас выбрали, поскольку вы были там. Ну, это мое личное мнение. Не знаю, чем руководствовались руководящие люди в то время, когда выбирали. Ну, мое мнение такое. Ну, вы символизируете некую эпоху все-таки. И скажите, пожалуйста, как изменилась Казань, ну, ваша сознательная жизнь, так скажем, вы как самый настоящий коренной казанец. Ну, Казань изменилась. У меня даже слов нет. Как? Если даже вот сравнивать, не уходя далеко, взять какие-нибудь конец 90-х и посмотреть на сегодняшнюю Казань, ну, небо и земля. Это в чем выражается? В чем? Ну, во-первых, взять даже те же самые спортивные здания, издания. Ну, вообще, ну, просто небо и земля. Нет у меня других слов. Ну, во-первых, ну, тут даже посносили ведь все старые здания. И сколько возведений новых, красивых. Современных, более современных стал Казань. Вот, как вы думаете, самое главное богатство, самый главный успех нашего города в чем? Вы как сами думаете? Ну, наверное, тут даже не то, что нашего города, может быть, нашей страны можно взять в целом.
Это в том, что столько разных национальностей уживается в одной стране, и никто с друг другом не конфликтует. Национальность, не национальность, а вот именно интернациональность нашей страны, нашей Казани. А кем вы себя вот ассоциируете сами? Ну, как муравей в муравейнике. Строим, работаем. Нет, я имею в виду с точки зрения вот, национальной принадлежности, представителем какого-то, то есть себя ассоциируете. Ну, конечно, так как я коренной казанец, я ассоциирую себя с татарином. Несмотря на то, что ваша мать русская, да? Да, несмотря на это. А вы вот язык учили в Казани, ну, в школе? В школе я был в русской группе татарского языка, поэтому можно сказать, что не учил. Когда еще в садик ходил, я когда приезжал к бабушке со стороны отца, до Аники, она со мной по-русски не разговаривала. Я с ней разговаривал тоже только по-татарски. Она меня принципиально не обращала на меня внимания, когда я к ней обращался по-русски. Вот. И вот в то время я разговаривал прям свободно на татарском языке. А потом, когда у меня мамка с отцом развелись, и я все реже и реже стал приезжать уже в Аники. Ну и потихоньку все это забылось, потому что дома только разговаривали на русском языке, на татарском разговаривать было не с кем. Ну и, соответственно, вот сейчас что есть, то есть. А в каком году это было? Это мне было 6 лет, наверное, когда мы переехали с мамкой, стали жить вдвоем. 86-й год, наверное. А как вы вот относитесь к духовности? Вот вы посещаете ли храм? У вас есть такая возможность? Возможность-то есть. Не посещаю. Ни мечети, ни церкви. И год примерно хотя бы вы не помните, когда вот вы узнали, что вы как новоспеченный храм, то как вы... Это был конец 90-х. Может быть, год 97-й, 98-й, наверное, эти года. Нет, не 97-й, 98-й, наверное, точно. Как вы одолеете трудности, когда что вам помогает? Ну, обычно же люди говорят, что они религиозные, набожные, поэтому... Ну, у меня есть цель, как в жизни. Я вот сейчас строю дом. Поэтому как бы вот все силы туда уходят, и поэтому... Вот у меня есть цель, я пытаюсь к ней дойти. Дом строите, да? Да. В Казани? Да. Ну, не в самой Казани, а в Шигале. А о себе расскажите, пожалуйста, у вас вы семейный человек или... Нет, на данный момент я холост. Но вторая половинка у меня есть. Ну, официально еще не зарегистрировались. Просто, все идет к этому, я надеюсь. А как думаете, следующий вот такой почетный храм, когда получится? Когда получится следующий? 2 миллиона жителей, когда у нас появится? Ну, хотелось бы, чтобы побыстрее. Чтобы демографически страна развивалась. Казань тоже. А ваши друзья, знакомые, они вот как-то не подшучивают с этим, что вот твой знаменитость не берут Нет. автографы? Нет уж. Первое время еще что-то шутили, а потом все уже. Ну, как все новое идет, над чем-то шутишь, потом уже надоедает. И все, так и осталось в прошлом. Сейчас уже мало кто вспоминает об этом. А как вы думаете, вот как миллионные жители, поскольку вас так или иначе выбрали, или так получилось, или это на самом деле так, вот как считаете, вот вы символизируете вот большинство, как же жизнь большинства казанцев? То есть вы, как считаете, вот достойно вы символизируете миллионов жителей?
моем месте, мне кажется, мог оказаться любой такой же младенец, у кого интернациональная семья и родители из рабочей крестьянской семьи, так скажем. То есть я не знаю, чем там люди руководствовались. То есть, ну, мог любой оказаться. Тем более мои заслуги в этом опять-таки никакой нет. Не знаю. А что бы вы хотели бы пожелать людям, жителям, молодым людям Казанки? Есть ли у вас что сказать? Любите друг друга, заводите семьи, рожайте детей. Что еще тут сказать? Может окажется с миллионом жителей. Чем быстрее, тем лучше. Чем больше детей будет, тем больше шанс стать 2-миллионным жителем. И еще я не могу не спросить, вот у вас же были, вы же осуждены были на свое время. Вы не могли бы сказать, чем это связано и как это случилось? Ну, наверное, неохота об этом говорить уже. В 90-е годы, наверное, много кто пострадал. Поэтому как бы... Это как по ошибке или... Ну, конечно, чего ж, 18 лет. 17 лет, да? Вот. А это 90 какие-то годы, получается? Ну, Те самые. как раз 98-й, конец 90-х, да. Каждый делает ошибки в жизни. Случайно? Случайно. Ошибка, наверное, больше. К чему надо в жизни стремиться, как вы думаете? Чтобы была семья, чтобы были дети, и чтобы все были счастливы в твоей семье. Вот сейчас же ведь, как бы у нас такой был период, когда были популярны юристы, экономисты, и сейчас вот государство опять вернулось к тому, чтобы почувствовать рабочие семьи. Вы как считаете, вот, если даже это было тогда сделано специально, выбрали рабочую профессию, но это же сделано для того, чтобы популяризировать вот это направление. Как вы считаете, это правильно было? Вот сейчас вот популяризировать хотят рабочую профессию. Никогда вот лично у меня в почете не был ни юрист, ни адвокат, не знаю. Единственное, что вот хочу сказать, все, кто стремятся после института сразу сесть в кабинеты, ну, наверное, 80% потом в итоге оказывается на стройках, опять-таки. Сам лично видел таких. Потому что с 2 высшими образованиями приходили на стройку, с 2 высшими образованиями приходили на рынок торговать. Поэтому нет у нас столько мест, чтобы после института все сразу по кабинетам расселись. Работать сам кто должен, руками. Вот вы же сами изначально выбрали, да, рабочую профессию? Да. Вот с этой точки зрения вы тоже не могли бы сказать молодым людям, вот почему надо выбрать рабочие профессии? Почему? Не знаю почему. Вот у меня к чему лежит душа, то я и выбрал. У кого к чему душа лежит. Ты работаешь, самое главное, любить свою работу. Если она тебе нравится, тебе на работу будет приятно ходить. И хотеться будет идти на работу с утра. Нельзя же сказать то, что выберите эту профессию, потому что она хорошая. Нет, она далеко не хорошая. Но мне нравится. А вот какие у вас есть хобби, увлечения, что вы делаете в свободное время, когда у вас отпуск? Свободное время. Да мне не так много свободного времени, по большому счету. Потому что у меня график работы ненормированный. Он начинается в 7 утра и заканчивается как только, так сразу. Вот.
Ну, в кино можно куда-нибудь сходить, так что-нибудь где-нибудь посидеть. Как вы думаете, чем отличаются жители Казани, ну, по характеру, по нравам от жителей других городов? Как-то не замечали какие-то характерные особенности? Да нет, вот в свое время сколько вот мы катались тоже, когда туризмом занимались еще в школе, тоже по многим городам катались по России. Особой разницы не заметил. Говор только разный, а так все одно и то же. Бабушка и прадедушка, и дедушка со стороны отца, они все были религиозные, постоянно намаз читали. Не мулла? Нет, нет. Просто религиозные люди были. Что-то хотите сказать? Может быть, у вас есть что-то? Обычно какой вопрос вам задают? Обычно всех интересует финансовая часть моего рождения. Что тебе дали, что вам подарили. Это самый распространенный вопрос. Как ни странно. Ну, почему двухкомнатная квартира и все. Ну и все. А вот эта поездка куда-то в этот, Ну, вот это уж я не знаю. Ну, это, может, свадебное путешествие было родителей. Может, еще что-то. Не знаю. в каком году они поженились? Ой. Не знаете, может, Ну, если в 79-м родился, где-то, наверное, 77-й, может, 78-й.